Всем привет, с вами я, Вела Валера, и вы смотрите заключительную серию татарстанской кругосветки. В этой серии я посещаю Лаишево и добираюсь наконец домой. Ребят, максимальная активность, подписывайтесь на канал, чтобы я путешествовал дальше. Алга. Доброе утро. О, какая красотень, солнце вон там встает. Суперский вид для последнего дня путешествия, конечно. Сотка в этом знаменательном выпуске достается одному из самых лучших моих комментаторов, Юсупову Рамилю. Стартуем со спуска. Сейчас он где машина стоит, на трассу вывезу. Не хочу я полностью эти горки проезжать. Да, взлет еще предстоит сейчас с самого начала. По традиции уже в кафе заезжаю утром все-таки. Есть я особо не хочу. Чайку можно попить. Все время уже с камы поднимаюсь. Казань. Буду брать Казань сегодня. Конечная точка моего маршрута. Сорочьи горы с левой стороны. Вот такая тема, я вспомнил. Специально, чтобы водители не засыпали его. Итак, 43-й район татарстанской кругосветки. Начинается Лаишевский район. Вот эти КамАЗы сносят аж. Благо обочина большая. Не страшно. Да, Полянка, как я и сказал, церковь начала 18 века, Троицкая, 1722 года. Также с начала 18-го тут существует поселение, помещичьи крестьяне были, Кудрявцеву принадлежало все это имение. Вот, сейчас поселение небольшое, официально 22 человека числится. Занятие типа овцеводства написано, но овец я здесь никогда не видел. Вот, не знаю. С одной стороны подсолнухи, с другой стороны елочки, а за елочками уже вода. Отсюда немножко проглядывается. Как круто, а? Эти места я люблю. Тут вообще велодорожка, считай, каждый раз едешь, кайфуешь вот так. Ну, красота. Стиль прям отлично. Еду вообще не торопясь, не напрягаясь. Так вот уже почти 20-ку сделал. Вон как народ отдыхает. До Именькова добрался. Еще немного о Именькова. Основа аж, оказывается, в булгарскую эпоху, с 12 столетия существует. Здесь остатки именно средневековых городищ были найдены, но Куйбышевским водохранилищем много размыло. Находили очень много домов, кострищ, изделий того времени, в общем. По-моему, велосипедист из Казани. Салам!
Осторожно, машины. Вот Ильфата встретил. Еще один человек, который едет в Нефтекамск. Это вот как в Булгар летать из Казани или из Булгара в Казань. Это вот как Нефтекамск. Дорога там ничего, в принципе, на нормальном деле сделали. О, я говорю, вот чем Именькова знаменит. Только здесь конскую колбасу дороги продают. Сейчас узнаем стоимость. Она и не портится вообще. Никогда не портится. Вот багажник положишь, месяц будет сходить, да. Ничего не будет. Это вообще удивительно. Кочевая культура продумала все. Да. Удивительно, я сам даже удивляюсь. Как у вас торговля-то идет? Покупают? Вот когда эти приезжают, ага, отдыхающие. Отдыхающие. Когда чуть-чуть ясно. появляется. В общем, колбаса по 350. Ну это суперская колбаса, ее надо брать. Уси продают, утки, тушки прям, самовары, шашлык. Ну, место знатное. Вот я еще, кстати, к мечети подъезжаю. Не помню, как она здесь выйдет. Ой, и картофель еще. Это мне чем-то Киргизию напоминает. Там тоже, когда к Сыкуле едешь, такие же вдоль дорог киоски. Люди всем своим торгуют. Кут, хурык, как они называют, что-то еще. Зелененькая мечеть. Поставили целый то ли торговый комплекс, то ли это еще размещение. Рыба, кругом рыба и магнит. Выезжаю я из Именькова. Вот. Подъем сейчас небольшой. Спуск в долину реки Брысса и Чирпы. Поворот вот он. Но вышла двенашка всего лишь. Блин, мысли материальные, но не настолько. Я ехал, думал, хоть бы здесь дорогу отремонтировали. Ее ремонтировать еще не отремонтировали, поэтому предстоит участок гравейки. Еще надел зеленую футболочку такую светлую. Ой, сегодня же это асфальт. Ага, вот уже вещеный, все. Ой, жесть какая. Да и только. Раньше здесь дорога тоже убитая была, вообще невозможно по ней ехать было. Я ехал где-то со скоростью 10-9 км в час. Ах ты, мы вышли из леса. Ой, красиво, конечно. Это красиво. Вот и Лаишево. Заехал. Подъемы тут есть, да, я знаю, и спуски тоже. Согласитесь, красиво смотрится Камское море. Эх, чувствую, здесь надо было раньше быть, не в последний день кругосветки, потому что, ну, что-то как-то не очень. Ну, вот эти вот штуки на заборе нельзя, что ли, поставить на место, украсить, покрасить, чтобы вид придать. Те же переходы сделали раз и все. Ой, сейчас узнавать буду, где еще можно покушать. Здрасте. А вы на скейте умеете кататься? Нет, я на велосипеде. Купаться, наверное, ходите каждый день, да? Не, сейчас запретили купаться. Вон мне... Там как болото сделано.
На кране. Я вон на фонтанчик. Не купаются вообще люди, что ли? Нет, там вода зеленая, это как болото, знаете. Мы теперь с Димой на фонтане купаемся. Да, вы что? Да, вот сюда мне парни повели с девочкой, местная молодежь. Сейчас буду пробовать. Вот так, да? Хорошее место в плане. Тут разное меню. Шаурмы в районе скольки? 7-8 наименований. И здесь есть свой квас 1,5 литра, 170 рублей. Что-то, правда, как дороговато, но надо тоже взять попробовать. Нет, снимаю для себя. Ну, какие-то местные, блин, докапываются. Взял квас, тоже местный, литровку. Сейчас вот шаурму попробуем. Да, он должна быть вкусная, свинина всегда была. Ну что, шаурма, в принципе, ничего. Вот квас тоже хлебного взял. Ну, квас такой специфический, он реально хлебный, кисловатый. Выпью, наверное, все равно. Много пить не буду зато. Все, выезжаю снова на осмотр достопримечательностей. Так, это церковь Святой Троицы. Построена по проекту известного архитектора Малиновского Федора. Объект культурного наследия регионального значения 1901-1906 года. Огромный он на самом деле. Вверх смотришь до купола, как будто в небо уходит. Сделали на совесть. Из красного кирпича. Память к началу 20 века, в общем-то. Ну и вот, скорее всего, тоже, может быть, пристройка была монастырская. Что здесь указано? Автовокзал был, гостиница. Троицкая церковь номер 1 есть здесь. Софийский собор номер 2. Да, я к нему еще проеду. Пожарная Каланча номер 3. Посмотрел сейчас вот Парк Победы, эту часть. И обратно как бы по улице Ленина сюда. Тут вот еще улица Крупская есть, Ульяновой, Марии Ульяновой, Ленина Ульянова и Крупской пересекается. Крупский с Лениным пересекается, и Мария Ульянова, мать, параллельно идет. Вот, интересная тема. Есть, пожалуйста, берем. Не, ничего не надо. Как Парк Победы ранее смотрел, долго останавливаться здесь не буду, просто кружок сделаю и уже сравним с тем, что я видел. Так, ну вот пушки давно тоже стоят не покрашенные, танк БМП, все начало рассыпаться, ну и вечный огонь у них не горит. Центральная улица вот вымощенная брусчаткой. Ленина раньше Оренбургской называлась. Здесь и Пушкин проезжал, и другие известные личности. В тот раз меня тут чуть собака не укусила, по-моему. Вот видите, такие моменты на всю жизнь запоминаешь. Ну, народу много купается. Ну да, зеленая вода. Ничего не скажу, правду. Люди говорят, прям вся зеленая. И пахнет здесь отвратительно. Как Анапа, Геленджик. Все дела, пляж. Песок, люди едят. Народу много. Вода ничего вроде, теплая. Каменистый заход достаточно. Дальше вон вроде песок пошел.
да, камни, вода зеленая. Ладно, сейчас скупнусь быстро и на вылаз. Еду в Семык, поднимаюсь. Знаю, как я думаю, по улице Ленина надо ехать. Там Белые горы находится, памятник природы, и вот это место близко. Да, вот такая вот надпись уже упала, практически добрался я до крайней точки. Здесь вот действительно окрестности очень живописные, природные. Вышка, все воссоздали, в общем, советскую деревню, и здесь как будто жила вот эта вот Зулейха. Фильм-то я сам не смотрел и рассказ даже не читал. Вижу, что здесь проложили маршрут Казань-Семык, 66 километров, назвали путь Державина. Самое красивое тут это вот природа, Камское море, вот там вот вообще реально ничего не видно. И с этой стороны там пляж Варишевский и вот эти горы. И здесь строение поставили. Так, вот они, Белые горы, так называемые. Место замечательное. Хорошо выглядит. Ну что, можно сказать, у меня путь Державина начинается. 66 километров до Казани. Он встретил Владимира и, по-моему, Мария. И тоже велолюбители, изучает просторы Татарстана. Мария на велосипеде выезжает и делает кольцевые маршруты. То, что я, в принципе, предлагаю. Кидаем Варишева. Машин немерено. Как в этом, в Нижнекамске было на выезде, так и тут вон. Одна дорога целая. Почти в одно направление все едут. В Казань отсюда. О, Александровка. Направо. Казань 41, Сорочий город 36. Ай-яй-яй, красный загорелся. Все, поехали. Немного в стороне от трассы изучать Варишевский район с глубины. Финиш. Это какой финиш? Офигеть. Какую я себе дорожку выбрал. Я так и думал, что типа такое будет. Карибы. А вот еще местные парни гоняют на великах. Не по трассе. Привет! Здорово! Вот они, Сакуры. Тут же ремонт дороги, вот он что-нибудь.
подрезали, что ли? Вот началась предфинишная катка, наверное, потому что обочина большая. И все. Километраж на глазах тает. Сейчас, правда, этот подъемчик преодолеем немного. И все. Вот он, танковый полигон, как рад я его видеть. Казань родная, можно так сказать. Подъезжаю я к тебе. Какие приятные названия. Столбище, Боровая Матюшина. 100 лет, 100 зим. Можно одной рукой выбить. 200 метров. Ура! Финиш. О, мурашки по коже, мама, не горюй. Поверните направо, затем поверните налево. О, бля. Привет! Вот это да! Салам, Сергей. Че? О. На место встречи? Место встречи. А чё там, кто-то есть, думаешь? Я не знаю. Поехали. Вот, всем пока. Вот так вот заканчивается мой велотрип по Татарстану. Татарстанская кругосветка. Привет, Поволжский университет. Еду домой. Мыться, бриться, спать, ложиться. Родные места, можно сказать. Ностальгия. Хорошо, конечно, меня встретили. Спасибо всем. Вот такая вот выдалась татарстанская кругосветка у меня. Грустно, конечно, что заканчивается татарстанская кругосветка, но благодаря вашей активности и поддержке я совершу еще не одно путешествие. Впереди Казань-Стамбул 2025.